Жесткое заявление Нарышкина в адрес поляков, тюремная война во Франции и Ким спасает Путина по-своему, по-диктаторски. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Зеленский бросает вызов Москве. Лидеров Европы зовут в Киев прямо в день парада Путина. Украина мстит. Ракетная бригада, обстрелявшая Сумы, больше не существует. Китай отрекается от наемников. Еще один нож в спину Путину. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Российская разведка угрожает Польше и странам Балтии. Нарышкин заявил о первых жертвах в случае войны. После встречи с Лукашенко глава службы внешней разведки России, как будто по сценарию кремлевских пропагандистов, начал пугать бряцанием оружия на границах союзного государства. Под этим он имел в виду Польшу и страны Балтии, где, по его словам, не только минируют границы, но и якобы рассчитывают получить от США ядерное оружие. На этом направлении сделано уже довольно многое, но при этом мы видим повышение военной активности государств НАТО у наших границ. Мы чувствуем и видим, что европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия, повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта. К слову, не СВО, а украинского конфликта. Дальше больше. Он прямо сказал, в случае конфликта с НАТО первыми пострадают не абстрактные силы Запада, а конкретно Польша и страны Балтии. То есть, если начнется война, то эти страны, по версии Москвы, будут первыми мишенями. Месть ВСУ. Украинские силы обороны накрыли базу российской ракетной бригады, ударившей по Сумам в вербное воскресенье. Ответ, который не заставил себя ждать. Спустя всего несколько дней после варварского обстрела, мощный удар по базе именно той российской ракетной бригады, которая стояла за атакой. ВСУ нанесли точечный удар в Курской области, где дислоцировались войска, которые обстреляли город. На месте началась паника. Генштаб Украины сообщает о вторичной детонации боеприпасов, то есть попадание по складам с вооружением серьезное. А вот США отказались осудить российский обстрел украинского города Сумы в общей декларации G7. Именно Вашингтон заблокировал инициативу, прикрываясь тем, что, цитирую, «работает над сохранением пространства для мирных переговоров с Кремлем». Конец цитаты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с перепиской между странами. США вдруг решают не портить отношения, даже ценой молчания о десятках погибших. А Канада, которая сейчас председательствует в G7, заявила, без согласия США никакого совместного заявления быть не может. В документе, который так и не увидел свет, G7 планировали жестко заявить: удар по Сумам – это прямое доказательство того, что Россия не хочет мира, а наоборот продолжает войну любой ценой. 9 мая в Москве на трибуне рядом с Путиным ожидаются главы Китая, Индии, Бразилии, Сербии, Словакии и других стран, которые не хотят полностью рвать с Кремлем. И именно в этот день Киев предлагает Европе показать, на чьей она стороне, ведь 9 мая – это День Европы, а не Советский День Победы. Глава евродипломатии Кая Каллас уже предупредила страны-кандидаты на вступление в Союз, чтобы даже не думали ехать в Москву. Любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято легкомысленно европейской стороной, учитывая, что Россия на самом деле ведет полномасштабную войну в Европе. И тут же ответ из Госдумы. Спикер Володин взбесился, требует отстранить Каллас и отдать под Международный трибунал ООН, это была цитата, заявил, что она оскверняет память советских солдат. Уровень истерики зашкаливает, там оскорбления, скрепы и все такое. Моральные уроды. Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС. Заявление Каллас – неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма.
Северная Корея спасает армию Путина от снарядного голода. По данным Reuters, КНДР поставляет до половины всех боеприпасов, которые Россия сейчас использует на фронте. А украинские источники говорят даже о 70%. В некоторых районах российская артиллерия почти полностью перешла на северокорейские снаряды. Это уже не просто дружба диктаторов, это фактически военный союз. Без помощи КНДР война для Путина могла бы давно затормозиться. По оценкам аналитиков, из Северной Кореи в Россию отправили от 4 до 6 миллионов снарядов. Везут их по железной дороге на склады в районе Тихорецка, рядом с украинской границей. Перед применением снаряды пристреливают на Лужском полигоне в Ленинградской области. Чтобы было понятно, сама Россия в 2024 году смогла произвести максимум 2,3 миллиона снарядов, а КНДР одним махом в 2-3 раза больше. Именно за счет этих поставок Кремль продолжает утюжить украинские позиции и мирные города. Запад не успевает. Артиллерийские склады Украины истощены, а производство снарядов в Европе, все-таки не вытягивают. Поэтому сейчас Пхеньян фактически держит Путина на плаву. Без этого темп обстрелов бы упал. Пекин будет оценивать поведение китайских граждан на войне в Украине, особенно тех, кто попался в плен. Китайские наемники обратились к властям своей страны с просьбой спасти их, но вместо поддержки жесткий формальный ответ от МИД. Позиция китайского правительства очень четкая. Мы издали многочисленные предупреждения и попросили граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме, избегать участия в военных операциях любой стороны. Это первые случаи, когда Китай официально реагирует на участие своих граждан в войне в Украине. И, судя по тону, Пекину эта история крайне неудобна. Сами наемники не особо и жалуются, все хорошо. Русские деньги забирают, что тут такого? Они и выдали-то немного. Все документы были на русском языке, и общение происходило с помощью жестов, знаками показывая, что нам нужно делать. Ситуация была такова, что я получил карточку с суммой в 200 тысяч рублей на ней, но не мог ею воспользоваться. Периодически русские забирали карту, чтобы потратить деньги на топливо и пауэрбанки. Кто отправил этих людей на войну? Получат ли они помощь от государства? И от какого государства? Или Китай сделает вид, что их не существует? Как вы думаете? Чем закончится вся эта история? Или она еще не закончилась? Пишите в комментарии обязательно свои мысли. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Болгария будет искать газ в Черном море. Во вторник Shell подписала контракт с болгарским правительством. Компания получила права на разведку нефти и газа в Черном море. Это не просто очередной проект, это стратегическая ставка на энергетическую независимость от России. Я всегда утверждал, газ, который будет найден на нашей территории как на суше, так и в глубоководной части Черного моря, станет самым дешевым. И на то есть несколько причин. Почему? Потому что в Болгарии, когда газ поступает по трубопроводам, до 30% его стоимости — это только транзитные сборы. До 30% от цената. Болгария раньше на 100% зависела от «Газпрома», сейчас другая история. Страна ищет новые источники и ставит на западные корпорации. Shell займется огромным участком в 4000 квадратных километров на глубоководье в районе месторождения Хантервелл. Франция на грани тюремной войны. За одну ночь поджоги, взрывы, автоматные очереди. Сразу несколько тюрем по всей стране атакованы. Где-то полили по входной двери из автомата, где-то поджигали машины охранников и ворота силовых групп. Полиция нашла бензиновые канистры. Действовали с умыслом и явно не в одиночку. Это была скоординированная атака. Между 12:30 и часом ночи 2 человека подъехали на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия. По всей вероятности, это был автомат Калашникова, в результате чего в входной двери появилось около 15 пулевых отверстий. На место срочно выехал министр юстиции, назвал все происходящее попыткой запугивания и напомнил, государство объявило войну наркоторговле, а преступные сети, судя по всему, решили не сдаваться без боя. Их сильно задели последние меры. Власти запускают тюрьмы строгого режима для самых опасных мафиози в Венден-Левьель и Канде-Сюр-Сарте. Туда собираются перевести 200 топ-наркоторговцев, и вот такая реакция.
Не можешь победить – возглавь. Трамп учился говорить «мага» по-испански. У него не очень получилось. Mr. President, I'd like to teach you how to say "Let's make America great again" in Spanish. So, vamos a hacer América grande otra vez. America grande otra vez. В один день и награда, и запрет. Основатель Нехта вошел в престижный список Forbes 30 Under 30 2025 года в категории «Медиа и маркетинг». За 10 лет проект вырос из инициативы одного человека с ноутбуком до команды из 20 человек с охватом более 400 миллионов просмотров в месяц. Сегодня совокупная аудитория на всех платформах 6 миллионов подписчиков. И в тот же день белорусские власти, по привычке, наверное, включили TikTok, аккаунт Нехта Бай, в список экстремистских. Получать награды всегда приятно, когда 2 награды за один день — это приятно вдвойне. Одну мы получили от Forbes, международное признание, а другую — от белорусской диктатуры. Уже, наверное, в 5-й или в 10-й или в 15-й раз один из наших аккаунтов признали экстремистским. Сейчас это TikTok-аккаунт Нехта Бай. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наши ресурсы, и спасибо вам за то, что вы с нами. Все, что делает Нехта, в Беларуси запрещено, но это не мешает нам продолжать говорить правду. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.